Пока это еще неприметная конструкция с торчащими во все стороны деревянными балками. Но совсем скоро на месте старого мукомольного завода обещает вырасти новый многофункциональный центр досуга и искусств. Директор государственного ансамбля народного танца приезжает каждый день, чтобы проследить за рабочим процессом и полюбоваться на строительство нового дома для танцоров, которые успели прославить культуру ингушей по всему миру. Только что мы со второго этажа спустились. Завтра с утра 7 часов они будут уже завозить бетон и заливать второй этаж. Я думаю, после заливки второго этажа работа пойдет уже быстрее. В этом приспособленном помещении по соседству с музеем краеведения, которому почти 100 лет, танцоры трудятся последние 24 года. В ансамбле занимается 78 человек. И еще порядка 200 воспитанников студии искусств проходит через этот зал ежедневно. Маленькая площадка для репетиций и раздевалка для такого творческого состава. Никаких удобств, никаких душевых комнат и даже санузла. У нас в репертуаре ансамбля 23-24 танца хореографических. Там и этнографические, есть костюмы. Костюмы содержать негде. Вот прям навалом, друг на друга навалом, то есть нету костюмерного цеха даже элементарного. Такой важный для ингушской культуры объект строится по линии Роснефти. Уже не первый подарок, который нефтяной гигант преподносит региону. Здание будет приспособлено не только под репетиционную базу ансамбля «Ингушетия», но и для проведения досуга молодежи на Зране, реализации их творческих способностей по многим видам искусств. В этом здании, помимо большого и малого репетиционных залов, костюмерного цеха и прачечной для ухода за дорогостоящими костюмами артистов, будет открыто также несколько кружков и мастерских. Это швейная мастерская, где могут обучаться швейному искусству, пошиву национальных костюмов, о которых мы всегда мечтали, наши молодые девушки. Будет швейница, будет творческая мастерская по изготовлению сценической обуви, будет кинозал замечательный для просмотра кинофильмов молодежью. Кроме этого, будет студия гармонистов, где будут обучаться наши молодые мальчики, девочки, подрастающее наше поколение игре на старинных народных национальных инструментах. В Ингушетии 92 учреждения культуры, из них 7 расположены в типовых помещениях. Конечно, от материально-технической базы и условий зависит и качество работы артистов. Поэтому бригада рабочих трудится без выходных и, говоря о сроках сдачи проекта, настроена оптимистично. В конце месяца, где-то в начале 20 марта, будет залит, монолит полностью будет готовый у нас. За нами уже внизу будут сразу же, завтра, не завтра, но через неделю где-то каменщики будут делать кладку. И планируем где-то сдать. Планируем сдать, работа идет с опережением, сдать мы собираемся где-то в конце августа. Ансамбль «Ингушетия» – национальная гордость, несущая молву о нашем маленьком народе в огромный мир. Руководитель ансамбля уверенно заявляет, условия на новом месте будут способствовать еще более гармоничному и динамичному развитию и прославлению народного танца. Зульфия Мислаурова, Майрбек Миржоев, Новости 24.